Салям, Духтар! Добро пожаловать на международную книжную ярмарку Китап-Байрам. Был байрам китап укырга яраткан, китап язган һәм китап сыгарган кешеләр байрамы. В этом году название ярмарки «Дружба народов, дружба литератур». Поэтому давайте дружно напишем книжку всем миром. Знакомьтесь, это Китап-Батыр. И называется эта книжка так не из-за своего размера. А называется она так, потому что у этой книжки будет несметное количество авторов. Вот уже который раз мы идем на смелый эксперимент, и одно литературное произведение пишут абсолютно разные люди. За 3 дня ярмарки площадки праздника книги посетят 173 632 человека. Среди них люди, известные на всю страну. Думаю, получится у нас что-то интересненькое. Начнет историю глава нашей республики Радий Фаритович. У нас главный персонаж – это Китап-Батыр, и вы можете поразмышлять, какие приключения его ожидали на пути. Может, он кого-то встретил, чему-то научился, и прошел какую-то трудность, и в итоге воссоединился, может быть, со своими друзьями. Может быть, я расскажу вам, а вы запишите. Вы можете хотя бы 2 строчки написать про него. И вот я пишу. А мы продолжим. И как-то... А мы сочиним дальше, да? Нет. И как-то Китап-Батыр попал в 21 век и ужаснулся. Потому что что? Что дети читают мало книг. Вы обязательно подпишите, чтобы мы Читаю. помнили. Мало книг. А дальше вы досочините. Что сделал Китап-Батыр, чтобы дети начали читать, в том числе вот эту ярмарку. Всего в мероприятиях Китап-Байрама принимают участие 233 издательства. Участники ярмарки приехали из 18 регионов России и 7 зарубежных стран. За все дни посетители приобрели более 73 тысяч экземпляров книг. Кажется, что вся республика побывала на Советской площади в эти 3 дня. Вторая международная книжная ярмарка – это мега-событие. 3 дня, несколько площадок, и каждый час здесь что-то идет. Ага, как бы нам не упустить всего самого главного. Китап-Батыр менен хәтәр шәпәкият язырга онытмаска. Но только не сами, пусть нам в этом помогут наши писатели. Һәм китап укучылар, улар бында адым һайын күренә. Здорово, что книжная ярмарка совпала со школьным последним звонком. На Китап-Байраме столько выпускников. Думаю, это отличная возможность провести небольшое журналистское расследование и опровергнуть или подтвердить высказывания взрослых о том, что мы мало читаем. Как ты думаешь, рилсы, шорты, соцсети, они смогут заменить нам книги? Конечно нет, потому что книги – это прошлое и настоящее, и, скорее всего, будущее. Это также фантазии писателей и что-то реальное. А соцсети и рилсы – это только настоящее. Как ты думаешь, чтение может вообще выйти из моды когда-нибудь? Я думаю, нет, ведь знание – это жизнь. И благодаря этому мы живем, мы познаем много нового, и это помогает нам. Это помогает нам справляться с определенными трудностями, продвигаться дальше, развиваться, жить. Я думаю, всегда будет чтение очень популярным. Почему вообще важно читать? Все говорят, читать нужно, оно развивает нас, помогает в учебе. Конкретно, как ты думаешь, какую пользу приносит чтение? Ну, во-первых, это эрудиция, это речь. Я думаю, это 2 основные вещи. Мирослава, какие книги ты посоветуешь мне и нашим зрителям? Если вы любитель фэнтези, то я вам советую книги Сирена Валентина. Это по мотивам сказок, которые рассказывают о злодеях и их прошлом. А если из классической литературы, то можно прочитать Онегина. Как ты думаешь, есть ли разница между чтением в бумажном формате или, например, онлайн, или когда ты слушаешь аудиокнигу? Конечно, есть разница. Лично я, когда читаю бумажную книгу, я полностью погружаюсь. Полностью в атмосферу, вайб. А в электронном формате мне не очень комфортно читать. Слушать тем более. И последний вопрос. Посоветую нашим зрителям 3 книги. «Алые паруса», «Горе от ума» и «Недоросль» Фанвизина. На книжной ярмарке можно купить столько интересных книг и пополнить свою домашнюю библиотеку. А какие книги чаще всего покупают? Так как мы книжный магазин при музее «Заман», то у нас чаще всего покупают книги об искусстве. Какую книгу об искусстве мне будет лучше всего прочитать?
А самые интересные книги у нас по архитектуре. У вас 100% есть подписка на онлайн-кинотеатр или на музыку. А если у вас подписка на добрые дела? Актуальна ли сейчас подписка на печатные журналы и газеты? Конечно, подписка это актуально. Естественно, с учетом роста вот этих вот электронных носителей информации, количество ее сокращается, но это общемировая тенденция, но тем не менее примерный вот уровень стабильной подписки мы удерживаем. Также участниками выставки проведено более 130 мастер-классов, организовано более 50 встреч с писателями, подготовлено и направлено 737 писем с пожеланиями и теплыми словами поддержки бойцам СВО. Почте Китаб Байрама направлено 960 открыток по всей России. А эту открытку я отправлю телезрителям. А кому? Не скажу. Пусть это будет секретик. А это аллея университетов. Каждый из них представляет свои издания. В стенах учреждений печатаются научные книги. Я точно знаю, что на врача нужно долго учиться. Интересный вопрос, сколько вы в год читаете книг? Вы лучше спросите, сколько мы в день читаем книг. Мне кажется, здесь важно не количество, а ту информацию, которую ты получаешь. Поэтому можно очень много книг читать, что-то искать, но при этом не найти какую-то истину. Поэтому тут в зависимости, наверное, от ситуации. Но вообще, да, мы очень много читаем, постоянно развиваемся. На Китаб Байраме столько разных писателей, некоторых из них вы даже наверняка не знаете, поэтому я предлагаю познакомиться с их творчеством детальнее. И придумал, как видеть проблему. Помощь нужна? О, такое название у вас классное. Нормально. Biz bunda kiyat yazabız. Kuyan hem ayı turahında. Хиңа оқшаймы? Миңа нык оқшай кият язырга. Тикин уны укырга кызыгырак. Ниндәй кияттәр укырга яратаһың? Кызыл калпак тигән киятте. Куян һәм айы батырзар. Мин тиз укыйм. Алия, что ты сейчас читаешь? Сейчас я читаю вот классику Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Захотелось узнать про вот этот, как говорят, синдром Дориана Грея, поэтому в процессе. А что это, можешь поподробнее рассказать? Получается, человек хочет отойти от того, что он начинает стареть, и хочет закрыться тем, что он всегда молодой, что-то по типу того. Камила, расскажи, что ты читаешь или читала в последнее время? В последнее время я читала романы. Последний мой роман был про Францию. Именно название я, к сожалению, не помню, но очень интересно. Но в основном я люблю читать либо романы, либо фэнтези. Сумбуль, расскажи, что ты читала в последнее время. Я последний раз читала роман «Анжелика». Авторы Анна и Серж Голланд, если я не ошибаюсь. Про что этот роман? Про средневековую Англию. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Теперь моя пора, я не люблю весны. Скучна мне оттепель, вонь, грязь, весной я болен. Мороз и солнце, день чудесный. Расуль, ты чего? На улице вроде тепло. Сегодня же Пушкинский день. Я вспоминаю стихи Пушкина, которые я знаю наизусть. Давайте лучше проверим это у гостей ярмарки. Привет, сегодня день Пушкина, поэтому мы спрашиваем, знают ли прохожие стихи Пушкина. Можешь что-нибудь прочитать? Сейчас помню. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры. Звездою севера явись. Молодец, отлично. Давай пятюню. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Вот, нужно было только освежить память и сразу все вспомнил. Пятюню. Так. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чудной красоты.
Чистой красоты. Чистой красоты. Но главное, что что-то осталось в памяти, и это супер. Так, Петюню, ты молодец. Рәлә апай, һез бүген байрамда нимә эшләйсегез? Мин Милли әдәбият музее хезмәткәре булам, гыйльми хезмәткәре. Һәм бына без байрамга Өфө каласының почетлы граждандары, язучылар хакында экспозиция әзерләнек. Бөтәһе Өфө каласының почетлы граждандары улар бик күптәр, бик атказанган, бик билдәле кешеләр. Язучыларның, уларның бишәүһе язучы. Бына мәсәлән Мостай Кәрим, Гөлфия Юнысова, Рауль Бикбаев, Рәшит Шәкүр һәм бына урыстардан Михаил Чванов. Бына уларның шәхси әйберләре унда күрһәтелгән. Уларның кул язмалары хаклана бездә, китаптары, әйберләре. Һез китаптар күп укыйсызмы? Миңа ниндәй китапты укырга кәңәш бирерлегез? Мин китаптарды бик нык күп укыйм. Мин сынапта бер генә көндә китап укымай торганым юк. Һәм шул ук вакытта мин китаптарын язуын да язам. Һәм әлбәттә һиңә мәшһүр безнең классигыбыз Мостай Кәримнең китаптарын укырга тәкъдим итәм мотлак. Чөнки унда Мостай Кәримнең үзенең хәтта интервьюларында әйткән сүзе бар. Мин дөньяның якты ягында яшәйм дип. Бына дөньяның якты ягын күрергә, дөньяның якты ягында яшәр өчен бына шул китаптар иң беренче укырга. На книжной ярмарке, кроме большого количества книг, есть еще мастер-классы. И я решил поучаствовать в одном из них. Альмира Загитовна, я тоже хочу делать такую классную карту Башкортостана. Для этого тебе нужно будет взять шаблон, взять картон, простой карандаш ты берешь, обводишь карту нашей республики и вырезаешь. Потом мы будем с тобой лепить из пластилина. Вот что у меня получилось спустя час. А о чем вы пишете? Что вы можете мне посоветовать? Ульяночка, я давно начал писать, и первая тематика была связана с депортацией карачаевского народа. Ну, было такое событие историческое у нас в жизни. В 1943 году карачаевский народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Я начал писать об этом. Итак, раз вы писатель, я предлагаю вам вместе написать нашу книгу, рассказ про Китап Батыра. Это главный персонаж. И получается так, что эту книгу пишут все народы, продолжая друг за другом эту историю. Ну, давайте попробуем. Если моих знаний и, как говорится, опыта хватит, я с большим удовольствием поучаствую в вашем проекте. Так, открываем и читаем обещание. Так. До следующей книжной ярмарки Китап Байрам я обещаю приобрести книгу Танцулпан Гариповой «Буренушка» и подарить семье участнику СВО. Эльмира Ильшатовна, расскажите про эту акцию. Эта акция сделана в целях популяризации башкирской национальной литературы. Любой желающий может подойти, достать какое-то обещание. Акция называется «Скамейка обещаний». Они наугад вытаскивают и громко на камеру обещают сделать что-то к следующему Китап Байраму. У нас такая традиция, мы сами пишем сказку про Китап Батыра и хотим, чтобы вы тоже продолжили историю, даже Ради Фаритович уже написал, вот, мы хотим, чтобы вы тоже оставили свой след в нашей сказке. Ну, хорошо, мне тогда нужен творческий замысел какой-то здесь. Но вы можете прочитать то, что было до этого, и хотя бы на 2 строчки продолжить историю. Ну, после резолюции Ради Фаритовича я могу только план мероприятий по исполнению его поручений здесь придумать, написать. Батыр попал в 21 век и ужаснулся, потому что дети мало читают, и вот вам нужно продолжить. И в один из вечеров, но я тогда напишу. Так. В один вечеров они сели с бабушкой послушать ее историю. Бабушка рассказала про прекрасные времена, когда у детей было много книг. Нужно вернуть эти времена. Оцените, что у вас есть. Башкирца ядамату?
Китап Батыр башкорт балаларының төшләренә инеп, уларга туган телде хаклау турасында Кубайыр әйткән. Шай булганмы? Ә киләһе кеше берәндәй Кубайыр әйткән. Мына һәм шат язам да. Бына ул Кубайыр дип язам да, evet. Киләһе берәндәй башкорт шул Кубайырда дәвам итсен, ярыймы? Булганмы шулай? Берәндәй шагырыз. Амана һез нисек хикәяләргә, әкияттер язһагыз, нисек уларга, уларны уйлап сыгараһагыз? Уйлап сыгару өчен бик күп укырга кирәк. Китапты күбрәк укыгыз, фантазияларыгызды үстерегез. Рәхмәт. Для чего вы пришли на книжную ярмарку? Ну, знаете, мы с детства книголюбы с супругой. В нашем детстве и в нашей юности столько книг не было. Мы специально ходили, занимали очереди, стояли, собирали эти книги. Вот теперь мои книги у дочери в Москве целыми этими стеллажами стоят. И внучка их читала, и сами мы читали. И теперь, я думаю, наши правнуки будут читать их. Расскажите, что вы тут делаете? Я рисую пейзаж нашей Советской площади. А это сложно рисовать пейзаж? Сколько это занимает времени? Мне кажется, зависит от стилистики, которую ты рисуешь. А так, в основном, нам дали 3 дня на сегодня. То есть на сегодня, завтра и послезавтра. Все 3 дня на Китап-Байрам мы будем рисовать здесь пейзажи с 10 до 3. Очень красиво, я бы тоже хотела. Можно я вам помогу? Да, конечно. Айгуль, я вам не сильно испортил картину? Нет, не сильно. Почему вы пришли на книжную ярмарку? Ну, вот я, например, люблю очень читать. Тут так много книг, и да, я думаю, себе что-нибудь прикупить. Какие жанры любишь читать? Ну, я детективы, ну, вообще разные жанры. Какие книжки можешь посоветовать? Ну, наверное, Луиза Мэй Олкот, «Маленькие женщины», «Розы 7 братьев». Хорошие книги, недавно прочитала. И «Лихо и бессмертие» Нади Савы. Гадилә Мөдәррис кызы, карагыз, монда без Китап Батыр турында әкият язабыз. Һез уны дәвам итәргә тиешегез. Китап уку туган телде хаклау турында Кубайыр әйткән. Бына ул Кубайыр. Димәк, мин Кубайырды башлап куя буламы бит? Әдә, рәхим итегез. Укыган ил уҙыр, укымаган туҙыр. Укып алам, ҡарама һин йәшкә ҡартҡа. Әгәр тырышып уҡыһаң, ҡарт кешелә ҡалмай артҡа. Бик шәп булды. Ҡалай һеҙ бер тынала бер Кубайыр әйттегеҙ? Сөнки мин уҡытыусы бит. Мин ғүмер буйына мәктәптә уҡыттым тәүҙә. Аҙаҡтан институтта эшләнем. Башҡорт теленән әҙәбиәткә өйрәттем студенттарҙы. Ә бына хәҙерге ваҡытта мин Милли әҙәбиәт музейында, Мәжит Ғафури музейында эшләп йөрөйөм. Привет, расскажи, для чего ты пришла на книжную ярмарку? Ну, на самом деле, мне просто очень нравится читать книги, и вообще было интересно посмотреть, как вот здесь все расстановлено, весь распорядок. Ну и, в общем, я никогда не была раньше на таких ярмарках, вообще подобных мероприятиях. Я вот пришла посмотреть. Для чего ты пришла на Китап-Байрам? А мы с классом пришли, чтобы посмотреть книги, узнать о культуре и о том, как все происходит тут. А какие книжки тебе нравится читать? Может быть, есть любимые жанры? Мне нравится фэнтези, романтика. А почему нравится? Ну, там очень интересные сюжеты в основном. Ты погружаешься в другие миры.
Обожаю настольные игры. Сейчас одну выберу и куплю себе. Как ты думаешь, наше поколение читает? Просто все взрослые говорят, что мы вообще только в телефоне умеем залипать. Я думаю, все-таки читают, потому что это все равно так и полезно, и каждый человек должен рано или поздно найти для себя любимый жанр. И это 100% так и получится. Вот взрослые говорят то, что мы не читаем. Как ты думаешь, это правильное выражение или нет? Я считаю, что нет, потому что лично я очень люблю читать книги. Я огромный фанат книг, и это утверждение совершенно неправильное. Они все время думают, что мы сидим в телефонах. А на самом деле сейчас же очень много электронных книг, и мы читаем как раз-таки именно их, а не бумажные версии. Как ты думаешь, почему многие взрослые считают, что мы не читаем? Ну, наверное, потому что мы много залипаем в телефоне, но на самом деле мы иногда читаем и электронные книги. Лера, какая самая интересная точка на Китай-Байраме? Мне очень понравилась точка с мастер-классом по зефиру. На самом деле мы пришли сюда на выпускной, и очень круто, что Китай-Байрам по дате совпал с нашим выпускным, и мы вот так вот празднуем. Ребята, вы любите сладости? Вот я их обожаю. Хотите научиться делать их в неограниченном количестве? На Китай-Байраме есть кулинарные мастер-классы. Так, за хвостик держим левой рукой. Так, отсаживаем точечку. И вокруг точки сам веди. Раз. Кружочек. 2. И 3. Умничка. Молодец. Так, запомни, где твои зефирки. Идем сюда. Леонора, расскажи рецепт, как готовить зефир. Смотрите, для начала мы с вами взбиваем яйца до состояния пиков, чтобы зефир у нас застывал. Далее мы вмешиваем краситель и сахар, чтобы наша масса приобрела какой-то определенный цвет и вкус. Леонор, ты так все хорошо запомнила? Ты, наверное, в школе отличница. Что ты делаешь на Китай-Байраме? Да, я круглая отличница, у меня красный аттестат. На Китай-Байраме я пришла со своими подружками отпраздновать выпускной. Юля, вы 9 класс, у вас экзамены. У вас остается времени читать литературу? Да, безусловно, у меня есть немного времени на прочтение книг, которые нравятся именно мне, и их нет в школьной литературе. Вообще, я очень люблю это занятие и всегда нахожу минутку. Что нравится? Какие книги читаешь? Мне очень нравится книга о Гарри Поттере. Это очень интересная история о мальчике, который является волшебником. Я бы посоветовала тебе прочитать книгу о философском камне. Если у вас свободное время на чтение, вы выделяете, может быть, как-то часы по вечерам свободные, что вы вообще предпочитаете читать? Ну, сейчас время больше читать, конечно, приходится, а возможность есть читать больше профессиональную литературу. Но это связано и с рынком, скажем так, со спецификой нашей работы. Ну а для себя я читаю, наверное, из самых таких легких это Островский, наверное, вот так. А что вы можете посоветовать нашим телезрителям и подрастающему поколению? Например, вот мне. Какую книжку вы хотите посоветовать прочитать? Ну, мне запомнилась, наверное, такая уже подростковая книжка «Повесть о настоящем человеке». Человек, который преодолел себя, мы понимаем, что важна в жизни цель. Когда есть цель, это большой мотиватор, и никакие препятствия, наверное, не могут помешать достижению цели. Прямо сейчас предлагаю переместиться на пару веков назад во времена Сергея Тимофеевича Аксакова. Как всем известно, он свое детство провел в Уфе. Ну а теперь переместимся в настоящее время, потому что фамилия Аксаков актуальна и по сей день. У нас есть парк, улица и даже модный журнал. Мы пишем сказку, и разные люди продолжают эту историю про кита Батыра. И мы хотели бы, чтобы вы тоже внесли свой вклад и продолжили историю. Последние какие слова?
Последние слова то, что он входил в сны детей и рассказывал поэму. Тут как раз-таки написано «это поэма», и вам нужно как-то продолжить историю. Что, например, может быть, он достучался до этих детей, он еще что-то придумал, может, кого-то встретил. И он им пожелал знать свой родной язык и рассказывать историю своего народа. Что вы в последнее время читали или прямо сейчас читаете? Я сейчас очень много работаю, параллельно я студенткой являюсь, поэтому я особо ничего не читаю, кроме методической литературы. А в университете вы что читаете? А что мы читаем? Методическую литературу. А про что конкретно? Ну, я логопед, поэтому это нарушения речи различные, как с ними справляться, что делать с детьми. У вас такие интересные экспонаты. Можете рассказать, что это такое? Во-первых, самый интересный экспонат – это книга, а все остальное вокруг – это просто иллюстрации книги. То есть здесь говорится о том, что раньше, вот видишь, этих беспилотников не было, прямо с самолета снимали вот так. Получается, вы автор книги. А кто герой? Дело в том, что основной герой здесь российские войны, советские войны, а иллюстрации как бы я сам, сошедший с обложки. А вот мы тоже пишем книгу, и вот Ух ты! И можете продолжить, сделать ему продолжение? Сейчас, подожди, я сначала посмотрю, как я... Ага. Так как тема ярмарки – это дружба народов, дружба литератур, здесь можно найти много всего этнического. Вот, например, футболка. Как вы считаете, мне такая пойдет? Или же лучше будет смотреться вот это? Нуржида, бунда не үшін келдіңіз? Біз Асқын районынан Сығыз шәһәргә килдек. Халкыма тигән йөргә быел күрһәтәбез. Китап укырга яратаһыңмы? Китап байрамы һиңа охшаймы? Байрамды әле күрмәнем. Китаплар укырга миңа нык охшай. Спасибо, что пришли на эту встречу. Очень рада всех видеть. Давайте начну с того, что расскажу немножко о себе, потому что многие, наверное, не знают. Сначала я писала взрослые книги, вот несколько штук здесь я принесла. Это книги в жанре городское фэнтези. Наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» на протяжении всех дней ярмарки проводил уникальные мастер-классы для ребят с писателями-современниками. Можно было узнать все об этой удивительной профессии, хотя, может быть, это призвание или даже дар. Как ты думаешь, сложно ли быть писателем и писать свои собственные книги? Ну, если тебе это дело нравится, то, наверное, нет. А когда ты это делаешь через «не хочу», наверное, да, очень сложно. А ты бы смог написать свою собственную книгу? Я уже писал книгу в младшем возрасте, в 4 классе, ужастик. Вот, это не очень сложно, но если выставлять ее, то... Нелли, здравствуйте. Здравствуйте. Это детско-юношеский телеканал «Тамыр», и мы пишем свою книгу про Китап Батыра. И эту историю продолжают разные люди, то есть друг за другом дополняя эту сказку чем-то своим. И мы бы хотели, чтобы вы тоже внесли свой вклад и дописали историю про приключения нашего главного героя Китап Батыра. Так, можете взять книжку, ручку. История закончилась на том, что он решил помочь детям не забывать свою культуру и читать больше книг на башкирском языке. Так, ну давайте мы какого-нибудь злодея придумаем, чтобы было интересно. Кто у нас будет препятствовать, так сказать? Кто будет против? Вы вправе сама придумать, как вы хотите. У вас не было такого героя? Нет. Так. Давайте, что появился какой-то злодей, который украл, например, все башкирские буквы. Вот это напишу. Я еще знаю, что вы сама писательница.
И поэтому я хотела спросить, что значит быть писателем, что значит работать писателем, иметь такую профессию? Ну, в первую очередь, быть писателем – это уметь наблюдать. Уметь наблюдать за всем, что происходит в жизни, смотреть немножечко со стороны, уметь видеть интересное, волшебное, уметь свой опыт какой-то, да, преобразовывать в сюжеты интересные, увлекательные, захватывающие. То есть, с одной стороны, это быть наблюдателем, с другой стороны, это искать всегда вдохновение, и с третьей стороны, это быть немножко профессионалом, знать, как устроена история, как она работает, как сделать ее увлекательной. Как вы думаете, смогут ли электронные аудиокниги заменить бумажный вариант? Заменить нет. Не смогут, потому что это разные носители. Но дополнить и альтернатива, когда нет возможности, например, большую красочную, тяжелую книгу посмотреть, это полностью заменить, наверное, вряд ли. Все равно тактильное ощущение от самой книги ничем не заменить. Но дополнить реальность. А вы сами какие варианты предпочитаете читать? Я люблю, конечно, читать такую книгу, которую можно подержать в руках, потому что я люблю делать заметки, я люблю как-то брать, возвращаться, потом что-то перечитывать, смотреть какие-то свои записи на полях. И, конечно, не очень хорошо писать в книгах, но я так делаю. И мы пишем книжку, сказку про Китап Батыра, и каждый наш гость продолжает историю друг за другом. И мы хотели, чтобы вы тоже внесли свой вклад и дополнили нашу историю, нашу сказку. Так. На чем закончилась ваша сказка, история? Сейчас. Кто такой Китап Батыр? Книжный кто? Это персонаж наш, который решил помочь детям, которые очень мало читали книг на родном языке. Так. Вот, и получается, вот последние слова, которые написали, он пожелал детям, чтобы они не забывали свой народ и читали книги на родном языке. Получено от бабушки донести до других детей. Все, спасибо вам большое за вклад в нашу сказку. Олеся, расскажите, что это? Мы находимся в мобильном музее Уфы. Здесь представлено все от основания города до современности. Через транспорт, инфраструктуру города можно ознакомиться с ее историей. Также здесь мы можем ознакомиться с конкретными предметами, которые были созданы в Уфе. Допустим, это бронепоезд, который создавался в период Великой Отечественной войны. За это время было создано их 4 штуки. Как раз-таки всю войну прошли всего 2. Это Уфа и Салават Юлаев. Бұл видеостарды өзіңіз Әйе, бұл видеостарды біз өзіміз эшләйбез. Мәсәлән, галстуктар орнаментлы, күрәңме? Һәм селтәр, мына мини селтәр дип әйтәйем, кызларга эшләйбез. Мына изеү эшләйбез. Изеүдә борынгы позументтар менән бизәнек күрәһегезме? Без гомумән әйткәндә 2 төрле юнәлештә эшләп киләбез. Беренчедән, милли юнәлештә, чөнки без милли киемебезне һаклап калырга тиешбез. Икенчедән, без заман башка, заң башка дигәндәй, без стильләштерелгән, заманса, көндәлек тормышта ла киеп булган, милли бизәктәр менән бизәлгән киемдәр тегәбез. Как ты думаешь, фильмы могут заменить книги? Что лучше, прочитать книгу или посмотреть фильм? Возможно, фильмы и заменят книги, но мне все-таки по душе больше читать, потому что это как-то быстрее, и я сама выбираю, какую картинку в голове я представлю. Думаешь, социальные сети смогут ли быть заменой для книг? То есть фильмы мы выяснили, что не могут, а социальные сети, потому что там все сейчас залипают, быстро листают ленту и все, о книгах уже никто не думает. Вполне возможно, но иногда хочется отвлечься от соцсетей и все-таки почитать что-то более длинное. Я все равно читаю книги, несмотря на то, что очень долго провожу времени в телефоне. Какая последняя книга была прочитана тобой? Последняя моя книга была прочитана, это «Мураками. Норвежский лес». А про что эта книга? Эта книга повествует о жизни обычного парня, как он решает свои проблемы, как он живет. А как ты думаешь, смогут ли электронные носители заменить бумажные книги?
Я думаю, электронный носитель это удобнее, потому что в него сразу вмещается много книг, он весит меньше. Мы хотим выяснить, смогут ли фильмы заменить книгу. И как вы считаете, лучше прочитать книгу или посмотреть фильм? Книгу однозначно. Каждому виду искусства свое место, я считаю, на своего потребителя. А почему? А вы больше читаете или используете электронные носители? Сейчас одинаково. Я люблю, да, физический носитель, бумажную книгу. Да я тоже. Но в основном, кстати, фильмы больше я посмотрю. А почему? Ну, так получается, наверное. Книга это все-таки процесс долгий, а фильм взял и посмотрел. На книжной ярмарке проходят творческие встречи с авторами. Это Алла Кузьмина. Чувствовать спешит. Эта цитата взята из стихотворения Петра Вяземского «Первый снег». Юрьевич, здравствуйте, меня зовут Ульяна, это детско-юношеский телеканал «Тамыр», и мы пишем свою сказку про кита Батыра, и хотели бы, чтобы вы тоже внесли свой вклад и продолжили историю за другими людьми. Злодей, когда увидел кита, он понимал самое главное. Это именно тот, кто не должен дописать эту историю, но он не знал, что именно наш главный герой сделал все возможное для своего образования, и он знал, что он читал хорошие книги и точно сможет дописать любую историю, в том числе и историю об очень плохом герое, сделав его немножко лучше. Допишите? А как вы думаете, электронные носители смогут заменить бумажный, то есть аудиоформат или электронные книжки? В любом случае есть свои недостатки и свои достоинства. Например, электронные носители можно портить зрение, а в бумажном формате можно, не так сильно можно испортить зрение. И носитель, он может зависеть от заряда батареи, например, а книгу можно носить с собой везде. Итак, мы узнаем, что лучше посмотреть фильмы или прочитать книгу. Ну, я вообще считаю, книги читать лучше, потому что так развивается чтение. Ну, а фильмы смотреть, если нету времени, читать книги. Я так думаю. А ты сам что предпочитаешь? Я больше всего читаю книги, потому что я развиваю речь, чтобы в жизни, чтобы лучше разговаривать с людьми, находить находить общение между людьми. Мы тут узнаем, что лучше посмотреть фильм или книгу. Давайте ваше мнение хотим узнать. Прочитать книгу. Посмотреть фильм. Я думаю, что книгу, потому что там более подробно описывается сюжет. Говорю как человек, который сдает литературу. А какие книги вы предпочитаете читать? Не знаю, учебник геометрии. Я читаю, в общем-то, все. Классика как-то... Сопли. Нет. Раньше больше предпочитала классику, сейчас уже как-то отошла от нее, больше что-то типа современного какого-то. Вот, может, детективы иногда. Какая-то фантастика, что-то нереальное. Вот такой он, международный книжный фестиваль Китап-Байрам. Столько всего было. Мы написали целую сказку, обошли кучу мастер-классов, пообщались с известными людьми и узнали, что, а главное, сколько читает молодежь, и запаслись мотивацией читать еще больше. Обойти все и 3 дней мало. Оказывается, существует столько книг, столько писателей наших современников. Ты абсолютно прав, удивительное рядом. А оказаться там можно в любой момент, открыв книгу. Читайте, вот вам ключ к неизведанным мирам и вселенным. Достар, безгә хушлашырга вакыт, тизрәк Китап Батыр әкиятен укыгы килә. До новых встреч! Эфирдә озакламай күрешербез әле. Хуш!